Мегна Тартарии, Великая Татария. Отрывок из книги. Часть 4, заключительная. Ну вот мы и закончили обзор книги Абул-Гази «Родословная татар», попытавшись в том числе с его помощью показать, какую могучую империю создали наши великие предки и как она потом развалилась. Кому же досталось наследие Чингисхана? Параграф 1. Русские цари с татарской кровью. На престол правителя в Казани или в Хиве, Москве или Астрахани, Бахчисарае или Бухаре, Самарканде или в сибирском Тобольске, да и в любом другом улусе распадающейся империи людей с улицы не сажали. На трон мог водрузить свои чресла лишь тот, кто способен был доказать, что является принцем ханских кровей. Царская власть держалась крепостью родового начала. В родословной почти каждого пятого русского, гораздо больше, заметим в скобках, прослеживаются татарские корни, не говоря уже о том, что русский престол до середины XVII века с завидным постоянством занимали цари, в чьих жилах текла чистая татарская кровь. Пишет в своем исследовании «Русские цари татарского происхождения» Людмила Коншина. Статья историка Коншиной настолько пришлась в кон нашей книги, что мы вкратце перескажем приводимые в ней факты о некоторых русских царях с татарской кровью. Иван Грозный. Елена Глинская, мать московского царя Иоанна IV, была внучкой Мансура Кията, старшего сына наместника крымского улуса Мамая. Из родословной татар Абул-Гази мы знаем, что приставка «кият» к имени свидетельствовала о принадлежности к роду Чингиза. И Иван IV тоже об этом отлично знал. Сохранилось немало сведений, главный источник письма крымскому хану, что он свободно изъяснялся на своем родном татарском языке и относил себя к прямому потомку темника Мамая. Мурат Аджи добавляет, что Иван Грозный владел большой библиотекой с татарскими книгами. Потом она то ли сгорела, то ли была выброшена на помойку, содержимое ее было уже непонятно. Даже в лице Ивана IV угадывались характерные татарские черты. Историческая справедливость требует того, чтобы с Ивана Грозного был снят ярлык татарофоба, который навесили на него фальшисторики. Иван IV не был уж таким татароненавистником. Татарофилом, то есть татаролюбом, наверное, он тоже не был, но скорее был татарофилом, чем татарофобом. Родная тетка царя Ивана IV, Евдокия, вышла замуж за брата казанского хана Мухаммад Амина, а муж Евдокии был сыном известной казанской царицы Нур-Султан, которая правила в Казани незадолго до другой знаменитой ханши Суимбике. И таких московско-казанских браков было немало. Иван Грозный и сам женил своих сыновей на татарках, старшего Ивана на Евдокии Сабуровой, а младшего Федора на Ирине Годуновой. Обе невесты имели ордынское происхождение. Московский царский дом наполовину был татарским. Когда Иван IV удалился на покой в Александровскую слободу, он оставил после себя на царском престоле Саин Булата, чистейшей воды татарина. Хотя есть и другая версия. Никого он не оставлял после себя, просто
Саин Булат был ханом Чингизидом Касимовского ханства и имел полное право водрузиться и на московском престоле. Симеон Бекбулатович, так его назвали после крещения Саин Булат-хана. Саин Булат был не просто татарин, как мы сказали уже, а еще и чингизидом. Он вел свой род от того же Мансура Кията, что и мать Ивана Грозного, только по мужской линии. То есть он был и по мужской, и по женской линии чистокровным чингизидом. Борис Годунов. У всех на слуху пушкинские слова о Борисе Годунове. «Какая честь для нас, для всей Руси, вчерашний раб татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач, возьмет венец и бармы Мономаха». Признаем, татарином Годунов был. Его род происходил от Мурзы Чета. Зятем главы опричников Малюты Скуратова тоже был. Но позволим себе поспорить с Пушкиным и Гумилевым, рабом и палачом вряд ли он был. Пушкин – гениальный поэт, но никудышный историк. Александр Сергеевич черпал исторические знания из отравленного колодца. Имена отравителей уже не раз озвучивались в нашей книге. Пушкин с Миллером был, конечно, не знаком, но Карамзина, которого тоже иногда называют первым русским историком, почитывал. Именно Карамзин литературно обработал концепцию Байера-Миллера и прочих немцев и пустил ее в народ. Карамзин навешал на Годунова всех собак, обвинил в убийстве царевича Дмитрия, подозревал в том, что Годунов призвал на Москву крымского хана и сам ее поджег Москву, чтобы одна беда перебила другую, и каждый больше скорбел бы о собственном несчастье, нежели о смерти царевича, заключает Карамзин. Здесь чувствуется зловещая, но тайная рука Романовых, ведь именно они боролись с Годуновым за царский престол, но одолеть тогда еще не смогли. Забегая вперед, предположим, что им удалось это сделать в 1605 году, когда законно избранный Земским собором царь скончался при странных обстоятельствах, и в Москву вошел Дмитрий, и тогда наступило смутное время в Москве. Иван Грозный назначил Годунова опекуном своего слабоумного сына Федора. Настолько один татарин, татарин возьмем в кавычках в данном случае, насколько один татарин доверял другому. Борис Годунов после Ивана IV и Симеона, то есть Саина Булата, практически единолично управлял страной, состоя как бы первым визирем при безвольном, добром и благочестивом царе Федоре. В феврале 1598 года в Москве Земский собор избрал нового царя. Старшего сына Иван Грозный сам убил в неизъяснимом гневе, как это всем известно. Федор совсем ослаб умом и править далее не мог. Малолетний царевич Дмитрий то ли был выкраден, то ли погиб. Других прямых наследников не осталось, поэтому на должность царя, скажем так, решили поставить кандидата, избранного прямым голосованием на Земском соборе. Сергей Шокарев в книге «Тайны российской аристократии» приводит слова немца Буссова. Современник тех событий уверяет, что Бориса Годунова выбрали потому, что он, далее цитата,
до сего времени вершил государственные дела так, как не вершил их никто с тех пор, как стоит их монархия. Собор не побоялся избрать своим государем татарина, и даже патриарх Иов его благословил. Борис Годунов, вопреки мнению Пушкина и Карамзина, был не самым плохим правителем, но сейчас не время разбирать его ошибки и заслуги. Здесь важно, что первый и последний раз царь взошел на московский престол не по династическому праву, а по выбору представительного органа Земского собора. Был создан прецедент. Узурпация власти Романовыми Юриями во время смуты уже никого не шокировала. Сами Романовы потом, несмотря на заговоры и дворцовые интриги, царский трон никому не уступали. А в 1913 году вся Россия торжественно отмечала 300-летие династии Романовых. Петр I. Как выясняется, мать императора Петра I, небезызвестная Наталья Нарышкина, тоже происходила из татарского рода Мурзы Исмаила Нарыша. Наталья Нарыш вместе со своим татарским кланом какое-то время, правда совместно с другим кланом Милославских, управляла Россией, будучи регеншей несовершеннолетнего сына Петра. Вполне естественно, что русские историки к моменту ее рождения постарались сделать из нее русскую с далекими тюркскими корнями. Иначе и быть не могло. Разве приятно было бы России раскручивать самого великого русского царя, в чьем генофонде были крымские татары? Задается риторическим вопросом цитируемая уже нами Людмила Коншина. Ну что тут поделаешь? В царской семье, как говорится, не без татарина. С безудержным стремлением Петра Великого к немецкому племени фальшисторики, похоже, тоже перебрали. Немцев Петр, конечно, любил, особенно женского роду, но не забывал и о своих татарских корнях. Да и вообще татарские гены Петра, предполагает Людмила Коншина, тянули его к своим соплеменникам, о чем говорит его крепкая дружба с татарином Федором Апраксиным, родным братом царицы Марфы, супруги царя Федора Алексеевича, а также с Михаилом Матюшкиным из тюркского рода Мурзы Албаушу, брат которого, Иван Матюшкин, был женат на родной сестре первой жены Петра Лопухиной. Петр I не оставил после себя наследника мужского пола, но через 10 лет после его смерти трон вернула его дочь Елизавета, которая походила своим характером и манерами на свою крымско-татарскую бабку Наталью Нарышкину. По завещанию свой трон она оставила родному племяннику Петру III, сыну своей сестры Анны, в котором уже перемешалась татарская и немецкая кровь. Конец цитаты. Иван Грозный, поделился престолом с татарином Семеном Бекбулатовичем. Не поделился. Саин Бекбулат после него был царем Московии. А вот во время Петра Великого, во время его отсутствия в столице, Петр I доверял бразды правления человеку, чья фамилия тоже имела явные татарские корни – Рамазан. Это Федор Рамадановский или Рамадановский, для кого был придуман специальный титул «князь-кесарь».
«Мин Херр Кеник». Так по-немецки начинал свою записку Петр I. «Письмо ваше государское», дурачился Петр Великий, обращаясь к своему заместителю, князю Кесарю, и в конце шутливо подписывался: «Вашего Величества, нижайший подданный Питер». Ну вот, так он и перешел на немецкую сторону. Правда, специалисты по генеалогии находят в старых родословных книгах предков Федора Юрьевича Рамадановского и относят его к 23-му колену от Рюриха. Но мы-то знаем, как составлялись эти родовые книги, как уничтожались в них старые влиятельные фамилии и вписывались новые. А Рюрики, на поверку, могут оказаться вовсе и не пришлыми варяжскими князьями, а местными, скажем, булгарскими ханами, то есть теми же татарами-тюрками. В следующих выпусках мы поговорим о русских царях с варяжской кровью и далее о русских царях с немецкой кровью. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давай, мы вам.